Информационный вечер на канале ОТВ продолжает программа «В центре внимания». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Владивосток 2000 рублей. Появится ли приморская столица на купюре? Что будет изображено и какие еще города борются за место под цифрой? Об этом мы сегодня поговорим в студии. А у нас в гостях Максим Ананьев, инициатор идеи о купюре «Владивосток 2000». Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Коваль, блогер. Здравствуйте. И Максим Кривилевич, финансовый эксперт. Добрый вечер. Для начала я предлагаю нам и нашим телезрителям, чтобы быть в курсе, посмотреть сюжет. Хотя голосование в интернете неофициальное, свои заявки подали более 30 городов. Это соперничество вызвало у россиян огромный интерес. По последним данным, у Владивостока уже более 14 тысяч голосов. Основной конкурент – Кострома, у нее 10 тысяч. Дальше идут Якутск, Пермь и объединенная заявка Сахалина и Курил. Лидерству родного города в этом рейтинге владивостокцы только рады. Думаю, всем приятно будет смотреть на Владивосток на этой купюре, потому что странно, что Хабаровск есть, хотя меньше город, а Владивостока до сих пор нет. Портовый город, что бы и не быть ему самым достойным. Море, красота, мосты и вообще уникальный город. Замечательно, что он будет на купюре и немалого достоинства. К слову, каждый город предлагает для изображения на купюре конкретные достопримечательности. Во Владивостоке это мост через Золотой Рог, Растральная колонна и фуникулер. В Якутии знаменитые Ленские столбы, в Калуге – музей космонавтики. А вот амичи, то ли в шутку, то ли всерьез, хотят, чтобы на деньгах напечатали разбитые местные дороги. По их мнению, именно транспортные магистрали, которые не ремонтировали годами, являются лицом Омска. Голосуют за 2000-ю купюру с изображением Владивостока не только приморцы, но и жители других регионов России. Ведь это материальное воплощение известной песни группы «Мумитроль» «Владивосток 2000», а она для многих ассоциируется с целым поколением. Ее клип вошел в историю как первый показанный на российском MTV. Эта песня сделала популярным на всю Россию не только Илью Лагутенко, но и прославила Владивосток. Причем мысль увековечить песню любимой группы в деньгах пришла сибирякам. Рекламщики из Барнаула еще год назад придумали дизайн новых денег и начали активно продвигать идею в массы. Теперь, когда Центробанк официально объявил, что банкнота в 2000 рублей будет, сибиряки обещают сделать все, чтобы на деньгах была именно столица Приморья. С нами, опять же, связались активисты из Владивостока с предложением помощи продвижения в соцсетях. Мы активно связываемся со всеми СМИ, то есть сейчас готовим большой проект, в котором мы рассказываем, как мы запускали, по каким правилам мы запускали рекламным всю инициативу. Купюра «Владивосток 2000» еще не появилась, но уже стала знаменитой. О ней написали в Википедии и даже шутят в КВН. Уходим, похоже, что рэп нас ищет. Спалились с этой странной купюрой Владивосток 2000. Не остался в стороне и сам Илья Лагутенко. Он специально приехал во Владивосток, чтобы поддержать акцию по сбору подписей в поддержку купюры. Она проходила в одном из баров города. Мне не раз говорили, что песни «Мумитроль» пророческие. Эта инициатива мне нравится и видится логичным продолжением нашей песни. Как заявили в Центробанке, официальное голосование за право попасть на купюру 2000 устроят только летом в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. Если до этого времени активисты из Сибири и Владивостока не растеряют запал, красивая идея станет реальностью. Максим, ну и первый мой вопрос вам. Вот как так получилось, что именно Владивосток получил такой резонанс? Почему? Вот и благодаря все-таки песням Ильи Лагутенко или нам действительно есть что показать? Ну, конечно же, я считаю, что нам есть что показать, но изначально вся эта волна возникла именно на теме вот этой самой песни. И в нашей группе сотоварищей, которые, скажем так, участвуют в продвижении идеи с этой купюрой, да, «Владивосток 2000», люди из совершенно разных городов. И Владивосток, наверное, занимает первое место по количеству наших сторонников и активистов, но Москва, Санкт-Петербург и вот Антон из Барнаула, то есть много других городов, которые также поддерживают и любят эту песню. И некоторые из этих людей, которые поддерживают, помогают собирать подписи, они ни разу не были во Владивостоке, в том числе вот Антон, который нарисовал образец этой купюры, он ни разу в жизни не был во Владивостоке. Ну, знаете, это больше похоже на культ песни, чем культ города, а нам, владивостокцам, все-таки будет приятно, да, если бы к нашему городу относились. Вот, Евгений, как вы думаете все-таки? Ну, я вообще сторонник того, что
песни почему-то Ильи Лагутенко. Ни для кого не секрет, что Мумитроль поет набор слов. И приплюсывать сюда купюру 2000 рублей, я считаю, как-то ненормально, да? Я вообще не понимаю, зачем нам нужно 2000 рублей, все-таки нам скажет экономист. Давайте тогда уже 200, 300, 400 рублей сделаем. Что там еще дальше у нас до 1000 рублей можно, то есть дойти, да? И давайте 10 тысяч рублей сделаем. Но если касается все-таки города, вот вы считаете, есть действительно Владивостоку что показать? Можем ли мы стать символом? Не могу ответить на этот вопрос, но вот одними мостами мы не отделаемся, я вам так скажу. Дело в том, что мосты – это не основная культурная ценность города Владивостока, потому что если заехать в тот же старый соседний Сеул, там этих мостов, по пальцам-то я не пересчитаю, их много. И есть такие же похожие, как и Золотой, и Островорусский. Действительно, тема получила резонанс. У нас есть звонок в студию, мы вас слушаем. Мы в прямом эфире. Добрый вечер, ребят. Здравствуйте. На самом деле, у меня, наверное, такая не совсем типичная позиция для жителей Владивостока, да, для его мостов, для Лагутенки и всего остального. Я, на самом деле, сам вырос в подростковом возрасте. Я закончил политехнический институт в 90-е годы. Выращен был подростком на этих песнях, Владивосток 2000 и все остальное, да. Но для меня лично вот эта купюра, она, наверное, всегда будет вызывать немного такой стыд, да, тревога жителя своего города, да, в плане того, что всей этой истории, с которой есть такой неприятный немножко душок, буквально месяц назад, да, был конкурс, или как это назвать, почетный житель города, да. Я, честно говоря, до последнего надеялся, что Илья все-таки в силу своей самодостаточности, да, там, еще каких-то факторов, все-таки откажется от этого статуса, да, почетный житель города, пользуясь действительно людей, которые этого достойны, да, это учительница, там, и ветеран, по-моему, пароходства, да. Я так понимаю, что вы тоже против культа, да, вот этого личности, культа музыкального. Я абсолютно говорю, что как житель города, как житель Приморья, как житель россиянин, да, беря в руки эту купюру, я на самом деле не буду испытывать гордость, потому что у меня вот навсегда стоит вот этот неприятный душок, да, того, что Илья, в принципе, не поступил как мужчина, как джентльмен, как благородный молодой человек, в первую очередь, по отношению к этим заслуживающим этого статуса людям. Спасибо вам за звонок. Я думаю, что все-таки действительно на каждую идею есть противники, да, есть те, кто ее инициирует, те, кто согласен. А вот с экономической точки зрения, скажите, пожалуйста, Максим Евсеевич, что значит для страны выпуск новых купюр? Как это отразится на экономике, вот в частности на обычных людях? Вы немножечко смешали двух совершенно разных интересантов. Это обычные люди, экономика, еще третий интересант – страна. Здесь, опять же, 3 правильных ответа к задачке, да, для каждой из сторон. Давайте для обычных людей для начала. Значит, все-таки к обычным людям мы вернемся чуть позже. Начнем с хороших вестей. Хорошо. Ради чего все затевается. Затевается все с очень прагматичной целью, которая, естественно, не имеет ничего общего с желанием кого-то увековечить или даже с желанием сделать Владивостоку приятное. Бумажные деньги в своем обращении доставляют массу проблем. Особенно, когда инфляция высока и денег обращается много. Они очень быстро изнашиваются, их долго пересчитывать, их тяжело носить. Поэтому происходит очень простой и закономерный процесс. Процесс, который, собственно, состоит в замене денег меньшего номинала деньгами большего номинала. То есть на ту, скажем, денежную массу, которая создастся выпуском 2000-х купюр, уменьшится денежная масса за счет изъятия из оборота ветхих и пришедших в негодность купюр достоинством в 1000 рублей. Я правильно понимаю, простым языком у нас сейчас обесцениваются в каком-то смысле деньги, и поэтому требуется больше купюры, больше номинала? Деньги обесцениваются у нас всегда. Накопилось некоторое избыточное количество наличных денег. Они ветшают, им неудобно рассчитываться. Вы, когда приходите в магазин, допустим, в тот же ювелирный, да, вам приходится с собой приносить, 15 килограмм денег, 12 килограмм денег, если серьезный дисконт. Неудобно. Поэтому тихонечко старые ветхие 1000-е купюры будут уходить, заменяться 2000-ми. Естественно, далеко не все, 2000-х много не надо. Да? А купюры 100-рублевые будут точно так же по мере своего ветшания заменяться 200-рублевыми купюрами. То есть для государства, для денежно-кредитной системы государства это просто обычная оптимизация. Это обычный процесс. Да, мера здравого Просто смысла. я думаю, у обычного человека, у простого, такие процессы, они обычно вызывают такую панику несколько. И вы совершенно правильно думаете, потому что наши с вами сограждане прекрасно помнят 92-й год. Чем обернулась безобидная денежная реформа? Она обернулась полной ликвидацией сбережений.
помнит 98 год, когда все наши сбережения были изъяты, помнит 2003 год, когда были изъяты сбережения у тех, кто думал, что он умный, да, и вкладывался в фондовый рынок, помнит 2008 год, когда деньги были изъяты у тех, кто думал, что они осторожные, помнит 2015 год, когда деньги были изъяты. Проблемы с деньгами были всегда. Коллеги, мы сейчас накрутим ситуацию, хорошая идея, мы начали с негатива и вспоминать плохой опыт. На самом деле здесь никакого негатива нет, здесь просто есть риск самоосуществляющегося пророчества. Вот есть совершенно механический, очень простой, никому ничем не грозящий шаг выпуска новых купюр. И есть люди, которые просто, вспоминая свое прошлое, постоянно от государства ждут подвоха. Это не потому, что государство сейчас что-то хочет им сделать плохое. Это просто свойство человеческой памяти. Максим Алексеевич, ну да, деньгам уже быть, да, мы уже все это знаем. И все-таки что изобразить на купюре? Очень, мне кажется, важный вопрос. Вот вы сейчас говорили о мостах, да? Ну, я не понимаю, почему именно Владивосток. Ну вот, и сейчас идет вот эта вот борьба. Я не понимаю, почему делается петиция. Начнем с того, что петиция делается на иностранном сайте Change.org, который принадлежит Соединенным Штатам Америки. Находится главной офис Сан-Франциско. То есть вам непонятна вся эта система? Да. Давайте я, может быть, расскажу. Давайте вкратце. Я могу просто сказать, почему вот эта инициатива того, что подписывается петиция, она сводится к нулю. Дело в том, что в 2013 году Владимир Владимирович Путин подписал, грубо говоря, закон, ну даже не закон, так, 183, кажется, можно просто в Яндексе набрать, что все петиции у нас теперь принадлежат РОЙ. То есть все, что будет связано с петициями, это будет на государственном портале зарегистрированный человек, который гражданин Российской Федерации 18+, зарегистрировался на госуслугах, зашел на этот портал, проголосовал. Он является тем весомым, грубо говоря, человеком, который проголосовал. Но есть одно «но». Дело в том, что на федеральном уровне нужно собрать в течение года 100 тысяч подписей, а на муниципальном это 5% от количества жителей. То есть вы клоните, что вот сейчас то, что запустили петицию на Change.org, это все бесполезно. Вы знаете, у нас Коллеги, есть звоночек, давайте... можно я вас на секунду перебью? Есть звоночек, возможно, по этой теме. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела тоже поучаствовать в вашей передаче и хочу сказать, что я дважды уезжала из Владивостока и опять вернулась. Наш город самый прекрасный, и он достоин, чтобы его напечатали на такой красивой купюре. И Лагутенко здесь вообще ни при чем. Спасибо вам большое за ваше мнение. На самом деле, вот именно такие люди, мне кажется, и создают вот эти петиции. Дело-то не в том, чтобы донести, просто кому-то хочется вот так свою любовь выразить. Ну так давайте я все-таки внесу ясность в вопрос этих петиций. Постараюсь объяснить. Сейчас мы собираем подписи на 4 электронных площадках, в том числе и Change.org, о которой вы говорили, и в бумажном виде. Вот здесь я принес, кстати, образец нашего подписного листа. Эти подписи собираются в нескольких городах. Это 12 городов сейчас на данный момент. Как люди активно реагируют? Люди очень активно реагируют. И все, что касается города Владивостока, вообще крайне положительно воспринимается. Вот. А в других городах России мы используем, скажем так, центрами кристаллизации. Это некоторые сообщества, связанные с Ильей Лагутенко, либо с группой «Мумитроль». Вот, и там тоже все положительно воспринимается. Ну да ладно, забудем на время о Илье Лагутенко. Получается, у нас полемика. Суть этих подписей, мы собираем их для того, чтобы Центробанк внес в то количество городов, о которых будет официальное голосование на телеканале «Россия-24», я вам открою небольшую тайну, чтобы был туда внесен город Владивосток, потому что есть другое количество городов, которые тоже хотят быть. Да. А что изображать, какие символы Владивостока, мне кажется, это должно быть на выбор граждан. А вы можете какие-нибудь символы предложить? Вот не как эксперт сейчас, а просто как человек, который тоже здесь живет. На самом деле я очень счастливый человек, потому что я никогда не слышал песен господина Лагутенко и не могу понять, о чем мы сейчас так оживленно спорим. Вот вы как отвлеченный человек, давайте, не о мостах, не... Я сейчас обосную сначала свою позицию, потом ее выскажу, потому что удобно, когда понимаются аргументы. Я уже очень много лет, наверное, больше 10 лет, выступая на самых разных трибунах, говорю, давайте перестанем называть место, где мы живем, Дальний Восток. Восток, вот Россия, это и так вот где-то далеко, да, Бьян, Сибирия. Дальний Восток вообще звучит как медвежий угол. Да? Кто захочет приехать на Дальний Восток?
кто захочет делать бизнес на Дальнем Востоке, где-то там, кто захочет инвестировать на Дальний Восток. Давайте называть себя Тихоокеанская Россия. Да? Меняем имя, назовем себя Тихоокеанская Россия. Вот Западная Россия там далеко, Тихоокеанская тут близко. Что ли мы можем показать корейцы. с этой Тихоокеанской России? Вот. А теперь, собственно, вывод. Совершенно не важно, что именно Владивостокское будет нарисовано на купюре, это в любом случае продвижение бренда Владивосток. Это продвижение вообще самой идеи того, что Владивосток – это некое значимое место, что это Тихоокеанская Россия. Поэтому, по большому счету, вот, Наталья, ваше улыбающееся лицо. Да? Потому что ничего более привлекательного, чем улыбающееся лицо красивой девушки. Дальневосточной девушки. Дальневосточной, да, работающей здесь, живущей здесь. Придумать нельзя в принципе. Ну, а все остальное уже защитные элементы Банка России, которые будут спасать культуру от поддержки. Вот, кстати, да, о портретах. Во многих Портреты же на иностранной валюте, да, часто изображают людей на купюрах. А у нас вот так повелось, что города. И на самом деле у меня есть версия, почему. Да, почему? Потому что у нас... Давайте писателей. Вот у нас личностям не доверяют, да, у нас не доверяют людям, у нас почему-то доверяют городу, народу. Город это что? Это у нас народ. И вот как бы вы отнеслись к идее, если бы, допустим, на этой купюре, мы же хотим выделяться, да, мы же Владивосток, изобразили не мосты, не фуникулер, а какую-то личность. У нас же много героев, да, у нас Муравьев-Амурский, Элеонора Прей, та же, Дерсул Зала. Вот кого-то... Муравьев-Амурский, по-моему, на 5000, да, есть? Нет? Я просто не помню, как 5000 рублей. Я, честно, я не помню, как... Ну, давайте пофантазируем. Я пользуюсь пластиковой картой. Пофантазируем. Вот кого можно изобразить на этой А мне кажется, личности вызовут еще больше полемики, еще больше негатива и трений Ну да, если мы так уже эту тему обсуждаем. Если Аэрофлот называет свои самолеты в честь ученых, в честь писателей. Почему мы не можем? Да, ну почему так-то купюры не сделать? Но вообще купюры, вот говорят, что да, вот изымается, потому что бумажный вариант. Ну, в одной стране сделали пластиковые деньги, я имею в виду, то есть пластик, то есть постирал, с ним ничего не случается. То есть, мне кажется, может уже пора перейти на пластик. Ну, один из пользователей, да, я когда искала информацию, я заметила, что один из пользователей как раз на Change.org предложил разместить на купюры Сталина. Он посчитал, что это будет достаточно угрожающе для тех, кто хочет своровать, для тех, кто занимается коррупцией. Вот, как вы считаете? Кто хочет захватить Владивосток, да? Кто хочет захватить, да, возможно. Как вы считаете, такой вариант имеет место быть? Кстати, за него 500 человек проголосовало. Но мне кажется, еще мало времени прошло для того, чтобы таких личностей располагать на купюрах, потому что до сих пор, когда где-то открывается либо закрывается памятник, либо какая-то памятная доска, люди разделяются на две части и происходит какой-то негатив. Мы, опять же, вот начинали эту акцию для того, чтобы сплотить жителей Владивостока вокруг идеи с городом, а чтобы дальше уже люди выбирали сами символ и как-то было больше позитива, чем негатива. Мне кажется, что тут вот есть одно «но». Центробанк, он сам решит, что он там будет изображать. Это такая коммерческая структура, грубо говоря. Они могут вообще там ничего не изобразить. Сделают пустую купюру, напишут 2000 рублей. Да. Все, что мы тут делаем, мы просто это рекомендательные какие-то функции. Мне кажется, они не будут прислушиваться к рекомендациям. У нас есть звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Я Маликов Леонид Васильевич, ветеран труда, ветеран вооруженных сил. На Дальнем Востоке прослужил больше 20 лет. И на лодке служил, и летал 12 лет. В общем, я хотел бы, вот, чтобы знак, значит, изобразили на 2000-й купюре, значит, который бы означал знак победы какой-то, допустим, над японцами. Ну, или же самый знаменитый у нас это крейсер «Варяг». Вот, героический подвиг такой, что вот сколько лет прошло, и всегда его в душе. Отец мой пел, и я тоже помню, значит, сражался с 14 японскими кораблями, не сдался. Ну, допустим, командир крейсера «Варяг». Хотя бы вот это он, чтобы никогда не забывался. Спасибо вам большое за предложение. Как вам такое предложение? Ну, предложение на самом деле по-своему хорошее, но по-своему и очень спорное. Мне вообще кажется, что мы слишком сильно ударились в некий культ военных побед. Никто не отрицает, что военные победы – это очень важно. Никто не отрицает, что… Все-таки Владивосток еще город воинской славы. Все так, но поймите, всему свое время, всему свое место. Да, есть памятники, которые должны быть в граните,
есть памятники, которые должны быть в бронзе, и есть торт. Вот делать бронзовый торт несерьезно. Деньги – это инструмент продвижения, это инструмент рекламы. Это самый лучший рекламный носитель в мире. Вот любой школьник, да, там, классов 9, да, в любой стране мира, знает, как выглядит Бенджамин Франклин. И поверьте, это не заслуга учебника истории. Вот вы хотите, чтобы японцы захотели инвестировать в страну, да, купюрами, на которых изображена победа над ними? Да, чтобы китайцы захотели, да? Ну вот, коллеги, есть время воевать, да, есть время торговать. Слава богу, прошлые поколения, те поколения, которые были до нас, они своим подвигом дали нам мирное небо. Вот надо перестать нам теперь играть в солдатиков. Надо понять, что одни законы для победы на войне, другие законы для успеха в мирное время. Мы и так пугаем полмира тем, что мы постоянно живем так, как будто мы со всеми воюем. Ну, я думаю, что зритель не хотел напугать или там, напомнить о Нет, победах. смотрите, я почему сказал, что зритель-то прав. Он прав исторически. Вот с точки зрения прошлого, я с ним согласен на 101%. Вот он бы подал такую петицию, да, там, капитана крейсера «Варяг», вот я бы подписал. Вот с точки зрения прошлого, да. Но с точки зрения будущего, понимаете, с точки зрения будущего, мы не можем так делать. Вот нужно где-то остановиться, нужно где-то сказать, что все, у нас теперь есть мир, мы ни с кем не воюем, мы ни с кем не конфликтуем. Мы ухаживаем за красивыми девушками, мы строим красивые дома, мы выращиваем плодородные деревья, да, плодоносящие. Я поняла вашу мысль. Спасибо огромное за мнение. У нас еще есть один звонок, мы вас слушаем. Алло. Да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот включил передачу, стал смотреть. Я считаю, что сейчас у нас в городе, в нашем регионе огромное количество других проблем. И поэтому как-то не актуально обсуждать такую тему. Я думаю, надо решать другие вопросы, а не какую картинку размещать на купюре. Это во-первых. А во-вторых, я не совсем понимаю весь ажиотаж вокруг мостов. Они были недавно построены, поэтому это, можно сказать, новые символы. Если размещать какое-то изображение на купюре, которое бы символизировало наш город, я считаю, что этим изображением может быть памятник борцам за власть Совета. Он оригинален, узнаваем. Я считаю, что если размещать, то надо именно вот этот памятник изобразить на купюре. Спасибо вам огромное. Вы знаете, Наталья, позвольте скажу. Не надо упираться в мосты, мы опять упираемся в мосты. Упираются в мосты опять. Я снова очень согласен с телезрителем. Только я с ним согласен еще больше, чем он сам о себе думает. Дело в том, что во Владивостоке есть тоже вполне себе памятник, насколько я помню, регионального значения, примерно лет на 100 старше, чем статуя борцов за власть. Это старейшая на Дальнем Востоке синагога, находящаяся на уровне на улице Комарова. Это здание, которое было одним из первых каменных зданий Владивостока. Поэтому вот просто как вариант, да, я не навязываю, просто говорю, что у нас есть действительно уникальные здания. Вот я привел один пример. Я уверен, что историки могут привести таких примеров несколько десятков. Почему действительно не выбрать какое-то историческое здание, не новодел, а что-то, что символизирует Владивосток с самого его основания? Что-то, чему там уже больше 100 лет. Притом совершенно не обязательно, чтобы это был какой-то один символ. Я уверен, что люди с художественным вкусом сумеют каким-то образом скомбинировать старое и новое. То есть пускай Владивосток не выглядит как что-то построенное вчера. Пускай Владивосток выглядит как постоянная преемственность поколений. Евгений, вам что-то добавить? Ну, я просто вот мы говорим, да, вот что изобразить на купюре. А я вот не понимаю, вот мы обсуждаем, что изобразить на купюре. А не мы это будем решать, а будет решать Центробанк. Ну, вот да, и все. Ну что же Евгений так пессимистично относится, да? Просто говорю правду. Назвал Центробанк коммерческой организацией. Ну, на самом деле, как все началось? Началось с того, что барнаульские рекламщики, правильно же, барнаульские, решили эту купюру разместить в сети. Она разошлась, и потом Центробанк заявляет, что они выпускают новые купюры. Знаете, как говорят, совпадение. Так они выпускают еще 200 рублей. Ну, еще 200, да. Но они подумали, может быть, за одну. Вот может быть ли это явление продолжением? А через год
с вами встретимся и примется за 300 рублей. И будет, да. И, друзья, все, кто сегодня высказывает свое мнение по поводу Сталина, по поводу синагоги, по поводу девушек, прекрасных женщин, еще чего-то, заходите на сайт vladivostok2000.win и пишите свои мнения, и мы постараемся ваше мнение донести до Эльвиры Набиуллиной. У меня еще остался один такой интересный вопрос. У нас сейчас Владивосток посещает много очень туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона, и я не раз замечала, что они любят расплачиваться 5000-ными купюрами. Понятно, что они покупки тут делают серьезные, но вот для них выпуск таких новых купюр, он как отразится? Удобно ли им будет такими расплачиваться? Да физически понятно, даже, когда ты меняешь 5000-ную купюру, тебе удобно, или тебе дают пачечку 1000-х купюр, либо тебе дают... А как удобно 10 тысяч, я вам скажу. Коллеги, ну здесь на самом деле все очень просто. Вот сегодня не к ночи будет помянутый мегарегулятор, контролирует ведь не только то, что рисовать на деньгах. Он еще и контролирует очень многие вопросы, связанные со стоимостью денег. Если, скажем так, политика Банка России несколько больше будет учитывать интересы нас с вами, граждан России, то возможно, что 2000-я купюра со временем станет гораздо удобнее 5000-ной, потому что 5000-я просто будет слишком крупной. Если же продолжится генеральная линия на то, что страна с гигантскими резервами все свои проблемы, связанные с экономическим кризисом, решает через девальвацию, то есть через то, что у вас, у меня, у тех, кто получает зарплату в рублях, да, уже половину этой зарплаты забрали, то есть при пересчете на килограмм сыра, да, на поездку за границу, на колбасу, на мясо, половину зарплаты у нас забрали. Может случиться ситуация, что в следующем году китайским туристам будет удобнее расплачиваться купюрой в 20 тысяч рублей. Сейчас очень грустная пошла у вас тенденция разговора. Но есть вот... что-нибудь хорошее? Да. Все-таки эфир подходит к концу, давайте как-нибудь вот. На позитиве. Но я совершенно без шуток расскажу вам о результатах очень интересного исследования. Извините, у нас очень мало времени. 20 секунд. Россияне, как правило, всегда представляют свое будущее более мрачным, чем оно есть. Поэтому вы россиянин, значит? Да, поэтому каждый из нас должен сейчас расслабиться, выпить чашечку кофе и понять, что в конце концов все равно будет замечательно. Я с вами соглашусь, и я действительно хочу напомнить, что уже летом этого года мы все с вами сможем проголосовать на одном из телеканалов и выбрать купюры. Центробанк нам дает такую возможность. Спасибо за внимание.